Его приезд в каждый очередной город всегда вызывает ажиотаж. Многие росли, взрослели, становились людьми, подпевая ему. Только в Коми ощущается особо трепетное отношение у публики именно к Леонтьеву. Это для кого-то, для них он просто суперстар. Для жителей Коми он прежде всего наш. Все краски лишние нельзя, рядом со словом но цвет волос, с весной не возвратится. Этот гастрольный тур по многим параметрам сравни подвигу. Премьера шоу-программы прошла 10 марта в Кремле, а 19 марта свой юбилей артист по традиции встретил на сцене любимого Октябрьского зала в Санкт-Петербурге. Как утверждалось, новая подборка хитов и новых песен призвана как зеркало отразить всю сценическую жизнь Валерия Леонтьева, его непоколебимый дух, экспрессию, энергию, любовь к зрителям, да и к самой жизни. Как сказал сам юбиляр, получилась такая экскурсия по годам и даже векам. Край далекий, край суровый, как тебя люблю. И в этой песне поется как раз-таки про наш Сыктывкар. И каждый здесь сидящий в зале, конечно же, знает, кто исполнял эту песню. Эту песню исполнял Валерий Яковлевич. И эта песня дорога нашему сердцу всегда. Ровно 10 лет назад именно на сцене Реновой уроженцу Усть-Усы вручили народного артиста Республики Коми. Заметьте, только через 13 лет после получения аналогичного звания на уровне страны и через 24 года после того, как он стал лауреатом премии Ленинского комсомола. Прежде с нашим северным краем его только ассоциировали, а вот сам край оставался как бы с краю. У меня же еще и семья была, и родственники, которые не только не советовали, а до скандала просто дело доходило. Куда? Надо делом заниматься, он кончает институт горный. А вы не закончили? Куда там? Не закончили? Нет, горный? я так, 3 курса. 3 курса, да? Кое-как, небось, да? Кое-как. Вечернее отделение, вечерним днем-то работал. Между тем, именно здесь, 9 апреля 1972 года, он дал первый сольный концерт. Это был Дом культуры шахтеров и строителей Воркуты. А еще 6 лет отработал солистом Сыктывкарской филармонии, активно гастролируя при этом по городам и селам Коми. Никогда я знал границу между небом и землей. Я родился вольной птицей, только звезды надо мной. Ни о чем не забывая, ничего не говоря. Я летаю там, где ты, любовь моя. Удивительно, как ему удается сломать предрассудки о возрасте. Леонтьев по-прежнему сам продумывает детали каждого выступления, раздает ЦУ коллективу для работы в тандеме, а еще почти незаметно меняет костюмы, танцует и поет вживую. Конечно, не так активно ходит среди зрителей, да и охрана не дремлет, контролируя каждый шаг поклонников, но это только чтобы не испортить общее настроение зрителям. Слишком многое в этом шоу продумано до мелочей. Так гордимся, что он наш земляк. Удивлены, такой голос вообще. Зажег, что называется, по-настоящему. Ой-ой-ой, еле усидели. Очень рада, что он Сыктывкар посетил в своем юбилейном туре. И очень ждем еще раз его. Замечательно мокрые, как будто вместе с ним танцевали на сцене. Нам очень понравилось. Вообще, Валерий Яковлевич, изумительно. Старые песни, превосходные. Шикарный концерт. В начале года, общаясь с прессой, артист невольно бранил: «Я хочу попрощаться со всей этой историей, сколько же можно?». Поэтому это шоу многими транслируется как последнее. Уже сегодня Леонтьев выступит в Твери, а потом в Рыбинске. Каждый город необъятный. Народный артист Коми посетил с гастролями, конечно, не по одному разу, но всегда одаривал поклонников стопроцентной самоотдачей. Корректирует возможности подачи композиций только условия местных площадок и звук. Впрочем, все равно не на спецэффекты же посмотреть собираются такие залы. Роман Истомин, Дмитрий Ведерников и Екатерина Бессонова, телеканал Юрган, Сыктывкар.